Хәерле көн, исәнмесез хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле коллегалар. Бүген без татар дизайны турында сөйләшәбез. Аның дөньяда тоткан урыны турында, татар дөньясында булган кадере турында сөйләшәбез. Һәм безнең бу уңайдан килгән кунакларыбыз белән таныштырам. Мәдинә Мәхмүтова, педагогия фәннәре кандидаты, Казан Федераль университеты дизайн һәм милли сәнгать кафедрасы доценты, татар милли костюмы остасы. Ул эксперт буларак чакырылды. Ринат Сәфәров, татар орнамент проекты җитәкчесе, дизайнер. Альбина Резванова, үз дизайн студиясе җитәкчесе, милли татар рухында интерьер тудыручы архитектор, дизайнер. Данияр Хаҗиев, Сәлам Мәрьям проекты авторы, күн эшләнмәләр остасы, дизайнер, һәм Нурия Зарипова, Нурия Умаи бренды авторы, шулай ук дизайнер. Исәнмесез хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау, Мәдинә ханым, сезгә булыр инде. Бүгенге көндә татар дизайнына тиешенчә игътибар бар дип саныйсызмы сез? Һәм ул игътибарны көчәйтү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Рәхим итегез, кнопкага басып сөйләгез, ярыймы? Исәнмесез. Мин укытучы буларак Казан Федераль университеты дизайн һәм сәнгать кафедрасыннан, чөнки мин югары белем бирүче булгач, biz студентларны укытабыз и шул проблемаларны шул проблемаларга укыту вакытында бик күп сөйләшәбез. Чөнки безнең милли сәнгатебезне бик югары урынга куйдырырга кирәк дип мин уйлыйм. Һәм моны ничек эшләргә була? Моны югары дәрәҗәгә күтәрү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ну, в первую очередь мне бы хотелось сказать, что в этом направлении огромная роль просветительская. Почему? Потому что уровень знаний необходим для того, чтобы ориентироваться не только в тенденциях мировой моды, но и в то же время адаптировать и понимать, что в направлении стилизации порою для начинающих дизайнеров играют ключевую роль и становится проблемой искажения настоящих национальных корней в направлении моды. Әйдәгез инде дизайнерларның үзләреннән дә сорыйк, аларга бу игътибар бармы, ул җитәме һәм шулай игътибарны көчәйтү өчен дизайн белән, татар дизайны белән кызыксынучылар артсын өчен нәрсә эшләргә кирәген билгеләр идек. Данияр, бу сорау сезгә булыр. Иң элек без ничек эшлик микән? Иң элек үзегезнең нәрсә эшләгәнегез белән таныштырып китегез безнең кунакларны, безнең журналистларны. Алар белеп торсыннар өчен. Татар дизайнына ничек кирип киттегез бүгенге көндә? Нинди продукция җитештерәсез? Минем исемем Данияр. Мин күн эшләнмәләр ясыйм. Минем эшләнмәләр арасында алай теге орнамент, татар бизәкләре белән эшләр алай күп түгел. Минем өчен иң беренче чиратта ул сыйфат. Ягъни һәрбер эшләгән әйбер сыйфатлы булырга тиеш. Һәм минем фикеремчә ул милләтне күз аллау өчен ул бизәк кенә җитми. Ни өчен? Чөнки әйбер сыйфатлы булырга тиеш. Әгәр әйбернең сыйфатлы икән, янына син бизәкне куя аласың. Мәсәлән, Эрмән сумкалары кебек, син ясыйсың чын теге сыйфатлы бер әйбер, һәм аннары бизәкне мөмкин ниндидер бер подвеска кебек куярга, мәсәлән. Һәм икенче момент, без быел эшпошмак уйлап тапкан идек, күн эшпошмак. Ул анда бер нәрсә юк, ягъни анда орнамент та юк, ләкин ул минемчә минем милләтемне ничектер милләт белән бәйле ул. Ягъни татар кешесен эшпошмаксыз аны күз алырга мөмкин түгел. Игътибарга килгәндә, әлхәмдүлилләх, хәзер кеше безнең дизайнерларга игътибар итә башлый. Игътибар юк дип әйтә алмыйм. Ни өчен? Чөнки сорау бар. Сорау бар һәм менә бу фотода күрә аласыз, кайбер эшләмәләрдән шулай Татарстан кер, шундай берләр белән дәшибез. Анда кеше бик теләп кабул итеп һәм сорау бар анда әйберләргә. Димәк, кызыксынучылар бар. Кызыксынучылар татар милләтеннәнме, башка милләтләрдәнме, туристлармы ул? Менә монысы да безгә бик кызык. Хәзер тиздән бер фото булыр, анда мин сезгә әйтеп бетермим. Хәтта безнең милләттән булмаган Татарстанда яшәгән төрекләр менә бу калталарны, ягъни бумажникларны, моны Дубайдан бер төрек үзенә иттен. Әсәдә мин 16 ел Татарстанда яшәдем ди.
Татарстан икенче минут йортым күп. Хамия керекти ике халта ди, аның икесендә дә булсын ди Татарстан гербы. Ягъни ул безнең милләт кешеләргә түгел, ни өчен әгәр дә син чын сыйфатлы бер ясый, анда инде мөһим түгел. Һәм минемчә кешенең максаты булырга тиеш үз милләте өчен генә түгел, башка милләт кешеләрне кызыксындыру. Бу иң мөһиме. Ни өчен? Чөнки әлхәмдүлилләh без бөек милләтнең бөек балалары. Рәхмәт. Инде Нурия, сезгә дә шундый сорау бирәсем килә. Сезгә игътибар җитәме? Өзім турында сөйлеймін. Кнопкага ярым. Біріншіден өзім турында сөйлеймін. Русча. Так как тема сегодняшней пресс-конференции – это кооперация дизайнеров, ремесленников и сотрудничество в области развития татарской культуры, я хочу процитировать актуальные на сегодняшний день слова Габдуллы Тукая. «Сойдемся вместе на совет, идти в разброс нам смысла нет, невежеству в нем корень бед, закроем путь навеки, доколь татарам спячки быть и стрелами друг друга бить, взамен того, чтобы укрепить союз один навеки. Вперед, единство путь избрав, в товариществе крепче став, как две руки в один рукав, продетые навеки». Вот эти слова, это как раз, наверное, есть ответ на тот вопрос, как поднять татарский дизайн, как нам поднять вместе татарскую культуру, да, популяризировать ее, развивать ее. Мы можем сделать это только вместе, только кооперируясь. На сегодняшний день, кроме того, что я дизайнер татарской одежды, в первую очередь я автор большого глобального проекта «Национальный», который я продвигаю уже с 2015 года. Вот этот проект презентован и положительно одобрен Министерством культуры Республики Татарстан, Департаментом внутренней политики Республики Татарстан. Сейчас я готовлю презентацию для президента Республики Татарстан этого проекта. Вот. Состав проекта – это объединить существующие площадки и создать новые площадки для того, чтобы грамотно и эффективно продвигать и популяризировать нашу культуру. Вот в проект входит центр ремесла. У нас сейчас как бы уже есть палата ремесленников, да? Там очень много великолепных мастеров. Как бы этот блок уже существует. Также в состав проекта входит центр никаха. Изюминка этого проекта в том, чтобы организовать никах по всем традициям татарского народа. Также творческое пространство «Яшлек» и центр татарского дизайна также входит в этот проект. Вот на сегодняшний день я работаю над тем, чтобы открыть один из блоков, это центр никаха по всем традициям, да? И в поддержку как бы этого проекта я создала коллекцию татарника Кульмаклера. Именно попросила бы показать слайды. Рамиль просит показать слайды. Не открывается. Да, вот там видно мою как бы работы, и я стараюсь наличие именно колфака, элементов традиционной вышивки, а также украшений придает нарядам татарский колорит. Вот в моих комплектах, да. Как говорил Габдулла Тукай, мы мусульмане, но прежде всего мы татары. И шонкуря без татарчаки энергетиш. Чинки без татар кишлер. Вот именно татарника Кульмаклере должно вот это все как-то популяризироваться, да, потому что на сегодняшний день идет популяризация восточной и европейской культуры больше. Нурия, бүгінгі күндә менә бу сез күрсәткән проектларга һәм бу киемнәргә, бу дизайн белән бизәлгән төрле эшләнмәләргә сорау бармы соң, ихтыяҗ бармы? Срау бар, да, спрос очень, интерес такой большой, но так как вот у меня индивидуальный такой сегмент, да, индивидуальный заказ, себестоимость продукта очень высокая, то есть один комплект там 30-40 тысяч, не каждый может себе позволить это. Здесь ручная вышивка лучших мастеров Татарстана, я привлекаю именно лучших мастериц, лучших мастеров, вот ювелирные изделия, да, у меня входят в комплекты. Вот. Но сейчас на данный момент я работаю над массовым продуктом. Вообще, конечно, целью моей это сделать татарскую одежду модной, стильной и доступной по цене. Это возможно? Это возможно, да. Но я уже очень много изучала рынок, да, конечно, производить придется как бы не в России.
для того, чтобы продукт стал доступным, По цене. Да, по цене. За счет этого мы можем популяризировать, за счет этого мы можем увеличить объем как бы покупаемой продукции, но производить здесь, в России, это дорого. И также, вот, например, как дизайнер одежды, я вижу сотрудничество с графическими дизайнерами. Вот, например, с Ренатом Сафаровым, Smart Design, да, с московскими дизайнерами. Они делают замечательные принты, которые мы можем печатать на тканях, и из этих тканей, например, делать легкие платья, платки, футболки, то есть пустить их в массу. Вот это, наверное, одно из решений. Рахмат Нурия. Инде Альбинаға сөз бересі келе, Альбина өз ішшәнлігіз білән сізді таныштырсағыз еді, һәм бүгінгі күнде міне татар интерьерларына ихтияж бар ма? Бұл сұрауда біздің қызықсындырақ. Рахим етіңіз. Кнопкаға ярай ма? Мүмкін болса кнопкаға басып сөйлеңіз. Есәнмісіз, орысша сөйләрмін енді. Мүмкін. Бұл интерьер турында сөйлесі келе. Татарская семья заказала интерьер квартиры, где мы сделали очень интересную планировку. Все началось с вот этого яркого оранжевого цвета. В интерьер мы перенесли цвета фасадов татарских домов. Центральное место в планировке дома у нас заняла кухня, так как раньше это была печь. Квартира разделена на приватную зону и общую. Алгаяк, ишкияк. Если говорить о кухне, то это пышмак, наш классический. В данном случае мы зонируем его, отгораживаем не текстилем, а у нас стеклянная раздвижная перегородка, которая является частью буфета. Тоже очень яркий предмет в интерьере татарского дома. Татары всегда любили расставить красивую посуду, фарфор, табак саутларна вот в эти буфеты. Оранжевый цвет прошел красной нитью по интерьеру, и проходя через кухню, мы попадаем в кабинет, где дети занимаются уроками, и мы видим разработку нашу совместную с сотрудниками компании «Наяда». Это дверь, на которой размещен шамаиль, то есть Коран сурасы, Куилган Шушейшике. Мы сохранили саму технику шамаиля, то есть это многослойная работа, это стекло и фольгирование. Здесь мы видим вид на гостиную, стулья, где мы использовали изображение татарской женщины с младенцем. Прихожая. Стол компании «Видра». Мы декорируем в стиле пэтчворка, используем текстильные орнаменты, характерные для домотканых татарских тканей. Кыз бала бөлмесі Хиндистан стилінде ясалган, и сюда мы привнесли татар халық орнаментін. Над столиком у нас традиционное татарское окошко, которое мы стилизовали и сделали книжный стеллаж. Вокруг орнаменты, выполненные по эскизам Илины Баргановой. Она же занималась росписью этих стен. То есть стилизация под Индию, но на основе татарских орнаментов. Комната подростка, лофт, в котором мы также включаем элементы татарского стиля. Комната оформлена принтами Валерия Цинк, ее открытки. На полу мы видим ковер, разработанный нами, и шторы, также наш дизайн. На основе татарского орнамента уже современная стилистика, мы экспериментировали с цветом, с фактурой, с высотой ворса. Оптические иллюзии использовались и современная подача на шторах.
Также мы экспериментируем с цветом и не классическая расстановка орнамента. Справа мы видим красного цвета ковер. Красный цвет он характерен для татарского интерьера, фиолетовый же цвет он более приглушенный, но мы его используем в новой подаче. Кунак-Лар için бедрявый гостевой туалет. Здесь у нас постирочная зона. Кырью бельмесик зонирована шторкой, которую мы также разработали. Проблема создания татарского интерьера заключается в отсутствии необходимых материалов на рынке. Это тот же самый текстиль, о котором Нурия говорила, это обои. В данном случае нам удалось подобрать существующие обои, то есть это не созданные нами, очень подходящие обои для татарского стиля. У нас в Инстаграме есть подборка материалов, которые мы используем в своих проектах, то, что уже есть на рынке и стилистически подходит к нам. Благо татарский стиль, он вобрал в себя очень много разных направлений, восточных, тюркских, монгольских, и он сам по себе эклектичен, и поэтому мы можем использовать, вот, к примеру, обои из коллекции Альгамбра. Это дворцовый комплекс в Испании, орнаменты взяты оттуда. Также есть работы местных мастерских. Какие-то вещи мы изготавливаем своими руками. Кулары бізбілян рәсімлер ясыйбыз, көзге ясадык. Татарский орнамент мы подняли, дали ему объем, многоуровневость и создали зеркало в виде солнца, которое отсылает нас к тенгрианству, которое было до ислама. Естественно, что мы изучаем шигулярные росписи, ткани, смотрим архивы, изучаем цвета и очень много экспериментируем. Для нас очень важно, чтобы появлялись предметы для интерьера, появлялись принты, появлялись ткани. И те же ткани, которые могут, к примеру, использоваться модельерами, они же могут быть использованы и в интерьерах. Рахмет, Альбина, менә бу дизайн без күрәбез инде һәрбер предмет айрым эшләнелә дип әйтәсез, бу шактый зур бәягә төшәдер. Шулай да татар дизайнына ихтыяҗ бармы? Менә сезнең нәкъ менә татар дизайннар, татар элементларын кертер идем йортыма дип заказ бирүчеләр күпме бүгенге көндә? Спрос растет. Первый запрос был он идеалек строго бары. Сейчас возрастает спрос. Люди тоскуют по-родному, по-своему, и хочется, пусть даже в какой-то очень модный трендовый интерьер, внести элементы татарского. И когда заходишь в такой интерьер, хоть он и дороже в реализации, и по стоимости, конечно, это эксклюзивные предметы, но человек, создав такой интерьер у себя дома, он может быть уверен, что ничего подобного на страницах глянцевых журналов он не встретит. И по самой работе, с точки зрения проектирования, дизайна интерьеров, конечно, такая работа требует больше времени, больше усилий, но для клиента такой дизайн-проект пока стоит так же, как и обычный. Рахмет, инде Ринат сезгә сорау. Сезнең бренд татар орнамент дип атала. Аның идеясы нидән барлыкка килде? Һәм сез бу эш белән ничә ел шөгыльләнәсез? Менә шул хакта ишетәсе килә. Сәмсез, татар орнамент, менемчәк бренд. Так вот, мы все чаще говорим о популяризации татарского орнамента, но прежде чем популяризировать, необходимо что-то начать развивать. Развитие как таковое, оно остановилось. На мой взгляд, развивать, то есть интеграция с различными областями, это очень здорово. Каждый из нас, получается, интегрирует искомые мотивы татарского орнамента в свою определенную деятельность. Это здорово. Но в целом у нас всего 10-15 человек. Для того, чтобы развивать татарский орнамент, необходимо создавать течение.
как было бы здорово, если бы нас было бы 100. А как было бы здорово, если бы нас было бы 1000. Это создавалась бы коммерция, здоровая конкуренция, где каждый бы дизайнер, каждый бы художник в той или иной отрасли, неважно, графический дизайн, дизайн интерьера, одежды, он бы создавал что-то действительно уникальное. Если я создаю принты, то, предположим, Нурия или Альбина создают какие-то новые платья или шторы. Так ведь? Вот это и есть, на мой взгляд, развитие. Развивается ли на сегодняшний день татарский орнамент? Вот он развивается вот так вот, совсем по чуть-чуть. И я вам скажу, это уже огромный шаг, потому что 5 лет назад, когда я только начал заниматься этим вопросом, татарский орнамент был, вот он, Фуат Хасанович Валеев, вот это мотив, вот мы его эксплуатируем и мы его сгоняем вот в рамки сувенирных магазинов. Сейчас, в принципе, осталось то же самое, но он потихонечку начинает интегрироваться с различными областями, как я уже говорил, и это здорово. Но в целом говорить о таком развитии, ну, это, знаете, это очень... Долго ли мы будем так развиваться? Придем мы к тому, чего мы хотим. То есть придем мы к тому, что татарский орнамент выйдет за пределы самого Татарстана. Да он даже за пределами Татарстана сложно развивается. Мы открывали собственный магазин с надеждой на то, что у нас будут покупать сами татары. То есть они будут думать о том, что это наше татарское, современное, давайте поддержим. Нет. Основными покупателями были также и продолжают являться туристы. Получается о том, что на территории самого же центра татар сам татарский орнамент в целом не развивается. Он развивается за пределы, потому что покупают и везут его за пределы. То есть у меня, вот, например, заказывают дизайн в Европе, в Бразилии. И они, знаете, что говорят? Они говорят, как здорово, что ты так вот действительно развиваешь татарский орнамент, вот у нас таких нет. И вот складывается впечатление, что и у нас таких всего 10-15 человек-то, да? Вот в чем дело. Ситуация абсолютно идентична, я думаю, во всех странах. Неважно, в Татарстане это и вот. Поэтому очень важно действительно развивать. Очень важно создавать действительно, то есть вот Нурия хочет создать татарский студию, да, ты хочешь создать? Центр татарского дизайна, да. С одной стороны, это хорошо. Это позволит действительно развивать количество тех художников, дизайнеров, которые начнут создавать собственные стили. Это и будет являться развитием. И как только нас станет от 10 до 100, тогда нас обратят внимание. Тогда уже начнется действительно популяризация, тогда начнется рост. Вот это, я считаю, развитие. Рахмат. Ашулайда дәүләттән ниндидер ярдәм мөмкинме сезгә? Һәм ул нинди формада булырга тиеш? Дизайнерларның үзеннән сорыйсы килә, Нурия? Если, например, раскрыть центр татарского дизайна, да, в чем его начинка, скажем так, сок? В том, что, например, да, как Ренат говорит, 10-15 человек, потом может быть 20-25, собираться, да, постоянно, то есть меняться какой-то информацией, это вместе развивать. И также было бы замечательно, если была поддержка государства, отправлять, например, лучших обучаться за границу, потому что, как Мадина говорит, что не хватает знаний. Для того, чтобы сделать, скажем так, конкурентоспособный продукт на большом рынке, не хватает знаний каких-то. Если бы, например, лучших дизайнеров отправляли обучаться, для государства это как бы доступно. Там, скажем, дизайнер одежды в Италию, да, там, и так далее, для обмена опытом. Это дало бы, я думаю, хороший положительный рывок такого развития. И если бы государство поддержало, скажем так, вывозило бы молодых дизайнеров за границу. Вот там, в Париж, например, там был Сабантуй, да, и так далее. То есть это должен быть интерес правительства в этом, я так считаю. Рахмат. Да, можно. Рахмат, Мадина. Ну вот мне бы хотелось еще сказать о том, что республика и суверенитет у нас существует с 91 года. Да, и я творческую свою карьеру и деятельность начинала еще с системы общеобразовательных школ и дополнительных учреждений. И вот представляете, в 91 году, когда я открывала детский театр моды «Алтынчаш», то, представляете, на тот момент, да, действительно была насущна проблема, то есть картинки, имиджа новой
нового, как говорят, состояния, да, состояния, то есть Республика Татарстан. И представляете, вот с того момента, где бы я ни выступала, за какие пределы бы я ни выезжала, и имеется в виду пределы Татарстана, России, я всегда прихожу к единой мысли, что вот именно с того момента на сегодня в республике нет ни одного детского учреждения, который бы популяризировал или обучал детей, например, народным промыслам, народным искусствам. То есть я не могу сказать, что эта работа не ведется в республике. В детских музыкальных школах, школах искусств дети обучаются на тальянке, дети обучаются на курае, но вот по направлениям ручного труда, народных промыслов, обратите внимание, у нас нет ни одного детского учреждения. То есть дети, заканчивается обучение ручному труду, например, лепки, как керамика, да, в дальнейшем как развитие промысла, допустим, работы в каких-то вот, как говорят, аппликации, работа, умение, да, тот же самый орнамент собрать, да, в виде аппликации, все заканчивается детским садом. И и в рамках занятий воспитателей с детьми. А чтобы вот родители заинтересовались и повели детей в такой детский дом творчества, у нас на сегодняшний день это проблема. То есть национальной школы искусств у нас в республике нет. Заметьте. Существовал вот в той школе, где я как раз открывала детский театр моды, существовал проект. На этот проект он у меня до сих пор перед глазами. Была земля. И как-то вот это все осталось вот на этом уровне. Это первое. Второе. Я бы еще отметила, что на самом деле, я радуюсь за то, что мы увидели проект в виде слайдов, да, на экранах, но и тоже на пресс-конференциях я говорила о том, что на сегодняшний день у нас нет национального дома моды, например. Потому что, когда нас, дизайнеров, видят в национальной одежде на каких-либо мероприятиях, и банально подходят и задают вопрос, а где вы это купили? То есть получается, что спрос на то, как красиво одеться с элементами татарской, да, национальной одежды, спрос у населения есть. И часто возникает вопрос, а кто у нас в республике занимается пошивом и популяризацией национального стиля в одежде, например. И третье направление. Очень часто, когда я выезжаю с куклами в национальных одеждах, нас очень часто приглашают участниками и на разных мероприятиях, до сих пор идут звонки. Уважаемая Мадина Махмутова, кого-либо вы порекомендуете для участия в международном конкурсе, например, который ежегодно проходит в Москве, «Этно-Эрато». Это конкурс, престижный конкурс модельеров национальной одежды. По всей республике по всей стране, по России собираются модельеры, а мы Татарстан, например, не представляем. Или, например, был недавно звонок из Астрахани. А ваши модельеры, дизайнеры приедут с коллекциями одежды на наш международный конкурс. И таких звонков, поверьте, очень много. И вот поэтому, соответственно, я соглашусь с Ринатом, да, если бы у нас было такое некое сообщество, где мы бы друг друга дополняли, например, мы, как Казанский федеральный университет и учреждения высшего образования, которые выпускают дизайнеров, мы бы были вот этой просветительской ролью, да, то есть в этом сообществе, а, соответственно, люди практики вот это направление бы развивали и популяризировали нашу национальную культуру не только в самой республике, но и за ее пределами. Рахмет, Бекзур. Тауын істейсіңіз бар ма, істейсіз сөз? Болмаса, журналистларға сұрау берген мүмкіндік берек? Мүмкін. Вот по поводу того, что да, действительно необходимо создавать какие-то центры, необходимо взаимодействовать с правительствами, но, знаете, я сталкивался с правительством.
И бюрократическая машина, она, как и коммерческая машина, это две совершенно разные вещи. Необходимо четко понимать о том, что если вы создаете какой-то проект, и вы создаете на основе его коммерции, работаете по правилам коммерции. И эти правила, они жесткие. Есть такое понятие интерес. И интерес, он присутствует в том, что если вы с кем-то взаимодействуете, и вы, предположим, апеллируете такими словами, как «ну я же татарским дизайном занимаюсь, я же республику развиваю», они говорят «а мне-то что? Какой мой интерес?» И вот это вот взаимодействие с людьми на любых кругах, оно всегда присутствует. Пока ты не заинтересуешь его чем-то, либо какая-то вот мотивация у него не появится с точки зрения какой-то материальности или еще чего-нибудь, он не станет взаимодействовать с тобой, он не станет тебе помогать. Вот в этом-то вся и сложность заключается, в том, что у татарских дизайнеров, какими бы проектами они крутыми не занимались, неважно, там, Татарчак Casual, Mar Design, основная проблема – это отсутствие монетизации в том плане, что денег не хватает никогда. Я на свой проект убил 5 миллионов. Как вы думаете, вернул я эти деньги? Нет, я эти деньги не вернул. Но сам факт того, что взаимодействовал я с людьми, взаимодействовал с различными людьми. Денег не хватает. Я вот сейчас думаю, а что я на 5 миллионов убил? Мог бы себе квартиру купить. А нет. Поэтому четко надо понимать, что есть коммерция, есть бюрократия, и надо работать по их структурам. Они не станут создавать ни центры, ни отправлять за границу учиться, пока ты не будешь им интересен, пока нас в конечном счете не станет 100 и нас не станет 1000. Как только станет 1000, государство начнет спонсировать, государство начнет действительно понимать о том, что это целая система, это целая структура, которой необходимо взаимодействовать. Только тогда государство начнет принимать какие-то... Мөмкин, да, нет. А башта еш пішмақны күрсәтмәкче, ладно, видеоны тышкыдай. Күн еш пішмақ. Һәм бу еш пішмақны беләсең, татарлар гына түгел, хәтта руслар үтеп китсә, теге милләт аермасы юк. Алар күрәләр бу еш пішмақны һәм әйтә, вау ди. Вау ди, вот это прикольно ди, руслар әйтәләр. Һәм монда килдем дә, субхан, сез мине жюри уртага утыргансыз бу. Бу яктан да русча, бу яктан да русча, бүтән яктан русча, субхан. Һәм нәрсә әйтәсем килә? Bir центр açılsın, 2 центр, хоть 100 центр açılsın, lakin мен аңлам нинди мақсат. Яғни центр açtың, орнаментны алга сөрәсең, lakin ахыр чиктә мақсат нинди? Әгәр дә орнамент үсеп безнең телебез мондый дәрәҗәдә була икән, моның бер нинди файдасы юк, субханалла. Все булды. Я по поводу татарского языка. Так получилось, да, то, что в школе у нас вот русскоязычная школа. Так получилось, что окружение было русскоязычным, да. На сегодняшний день вот Ренат говорит на русском языке, Альбина говорит. То есть русский язык понимают все. В силу каких-то обстоятельств, да, я в детстве не выучила татарский язык, как бы стайты, селяшмин, да. Но хочу сказать одну вещь, что в школах, я считаю, что преподают татарский неправильно, потому что вот эта вот нагрузка фонетики, грамматики и всяких вот этих правил, исключений, да, прежде всего должны у детей вызывать интерес, то есть больше рассказывать о культуре. То же самое, например, на уроке татарского языка какое-то ремесло обучать, то есть вызывать интерес к татарскому языку, к татарской культуре, говорить о том, что сейчас татарский язык это скажем, такой межнациональный, потому что наши диаспоры живут и в Китае, и в Канаде, в Америке, где они только не живут. Ты можешь приехать и спокойно разговаривать на татарском языке, найти как бы людей, которые тебя поймут и которые тебе помогут всегда. Вот если бы, например, в школах об этом говорили и вызывали бы интерес, я думаю, что желающих, не просто принужденных учить татарский язык, а именно желающих было бы намного больше. Рахмат фикригез өчен. Һәм журналистларның сорауларына күчәбез.
Сенбике журналы. Сенбике журналына Лилия Исембулла. Минем Альбина сезге иде сұрау. Сіз көрсеттіңіз татар интерьері дедіңіз, әйме менің анда 2 моментқа езгене көңілім тырналып кетті. Бәлки мен дұрыс түгілдір. Міне біздің татарлар алар көпшілік мұсылман бит инде. Мұсылман интерьерында хайван сүретлері, yüz сүретлері бұларға тиіш түгіл. Сіздің анда орындықта сіз әйтесіз, анда татар хатыны баласын көтеріп дедіңіз, әйме. Ол міне бик шынаты татар шоқ болып бітмейдір yüz. Анан соң тағын бір моментны сіз анда бедрев көрсетесіз. Мен Ирактан бик көріп бітірмегенміндір бәлки. Анда Құр'ан сүрелері yazылған кебек көрінді меңа. Ул ишек кенә юк, ішкі яқта алайса меңа шулай көрінген генәдер. Ул мәгайын сездә юк инде. Булса ул тоже бик дөрес түгелдер инде. Бәдрәфтә Құр'ан сүресе yazылган әйтеп торган иш түгелдер. Миңа рәхмәт сорау өчен. Бәдрәфтә сүреләр юк, улак исемнәре юк. Ул әйберләрне без допускать итмәйбез. Ишектә бар, ишек ул уку бүлмәсендә балалар өчен уку бүлмәсе. Изображениялар турында ул мусульманнарда харам. Хайван рәсемнәре, кеше рәсемнәре. Но при этом мы должны понимать, что есть разница. Есть татары, которые являются мусульманами, да, и для них важно, чтобы интерьер был халяльный, с учетом всех требований ислама. Есть татары светские, поэтому разные требования к интерьерам, и к современному татарскому интерьеру мы не предъявляем требования быть халяльным. Рахмет, тагын сорау. А можно я поддержку? Вот еще Альбина скажу, что до принятия ислама, да, татары были тенгрианцами. И у нас вот никуда это не уберешь. Открываешь книгу Валеева, да, Фуата Валеева, и там очень много зоднических таких зооморфных орнаментов, да, там и солнце, и птицы, и животные. То есть это присуще нашей культуре, и это не уберешь. Можно такой вопрос? Да, вопрос дискуссии. Вы знаете, вот любой покупатель, когда покупает тот или иной товар, в том числе и тот с татарским национальным орнаментом, вот его психология какая, он соизмеряет, что он с ним будет делать, куда он положит дома и все такое. И вот, как правило, большинство продуктов, не здесь представлены, слава богу, да, они как бы в интерьер не входят. И вот я просто очень рад, что у нас появилось новое направление с интерьером, когда это, в общем-то, по сути дела, объединяет, это создаст большой рынок для всех остальных. Когда будут делать дома, это будет интерьер и для кожи, и для тканей, и для орнамента, и для посуды, и для одежды. Это все. У нас этого вообще не было. Вот. И честно я скажу, вот я провел 28 выставок за границей, объединенных экспозиций Республики Татарстан за границей, в 24 странах. И всегда возил на тот, это 90-е нулевые годы, старался вести и нашу культуру. То есть то, что вот делал. Тогда не было того, чего сделать. Я вот честно скажу, все бы ваше я забрал. Тогда этого не было. Вот. И я чувствую, вот все говорят, не надо уповать только на государство. Вот мне нравится позиция Рената, надо работать с позиции рынка. Да? У нас большинство, тот, кто делал орнамент, они ориентировались на заказ правительства. Вот к нам приедет гость, он купит у меня тюбетейку и подарит. И вот этот куцый рынок, он и остался на этом уровне. Нам надо выходить на рынок, у вас нету продажников. Честно я вам скажу, я вот как маркетолог-продажник, я чувствую, что вот эта тема вообще нулевая. Вот когда у вас будут вместе с вами не только дизайнеры, а вот Ренат говорит, а что мне от этого будет? Вот когда будет свой татарский Третьяков, ну извините тогда, вот все такое, когда он будет знать законы рынка и использовать, и вы должны к нему тоже прислушиваться, тогда это будет массовый характер, а не только вот такие маленькие успехи, где-то вот все такое. Вот когда такой подход будет, тогда что-то сделается. Вот в связи с этим я бы хотел спросить, вот объем рынка, который вы оцениваете в каждом своем направлении в год, это какой, какие цифры примерно? Вот исходя, если вы их не назовете, значит вы вообще даже не оценили его. Вот. Мне очень важно посмотреть, насколько вы оцениваете. Если есть это понимание, то будущее будет. Нурия, начнем с вас. Ну, честно сказать, я, наверное, так обширно не оценивала рынок. Просто оценивала аудиторию. Да.
аудиторию, да, если взять массовый продукт, то это татары, живущие в Татарстане, за пределами Татарстана и даже за границей. Но здесь, конечно, нужно интернет, как бы онлайн-магазин развивать. То есть я больше оценивала аудиторию, да, чем, допустим, цифры какие-то. Данияр, сіздің нендей фаразлар? Көлем бойынша. Анализлағаныңыз бар ма? Мәселен, менімше, беказ енді ойына 100-200 мыңна жеңіл іші боланды. Әлі ол санға алсақ, мен бір өзім ішлем. Яғни мен бір өзім тігем, қам мұна Ринат айтты, ол көп мақша түккенін, мен екінші түрлі түгем. Менің ішлей тұрған орным бар. Мен қазан электричілтерінде ішлем. Анда мен зат балтым бар. Андан соң мен бұл ішін ішлем. Яғни тігі жәмғияттан, ешәп жәмғияттан азап етіп болмай, алай хүкіметке мен нешімді аны заказы бүгін бар, ертеге жоқ, ләкін әйбетін сатыра керек. Әлхамдулилля, bu ayda менің тігі тағызлық білән бик тағыз. Яғни күн сайын нәрсе заказ өте, күн сайын. Ләкин анда әліге бәйелер бик түбән. Мен өзімді бәйелегенде, мен бәйелер түбән. Яғни хәл бір ішләмәге. Бәйелерін көтәрсең, ол сан тағым датты. Ләкин менімше ойына қәдді, мәселе, 1 миллион, сенің штатыңда бір 10 кіші болса, ол бек жеңіл ішләнен тұрамақшы. Яғни ол продукция сатылып бітіп барашық. Сатылып бітіліп барашық, ләкин ең мұхимы сифат, менімше. Әйбірні жеріне жеткіліп ішерге керек. Кішіге сатасы әйбіріңні сен өзің аларға тілейсің, тілерге тиеш. Әгерлі сен өзің аларға тілемесің, ол әйбірін сатыра кетмей. Екінші сұрау мәктептер бойынша. Мәктептер жоқ, балаларны үйретірге білесің. Не үшін мәктептер жоқ, балаларны үйретірге. Çünkü хәл бір мастер, әгерді мастер өз үшін әйбет ішлейкен, алар көбісі социопат. Алар кішілеріне яратмайлар. Алар сөйлешірге де яратмайлар. Алар өз-өздерден сөйлешілер, мен шылай көрген бар. Екі мастер алар бик яқшы аралашыр, ләкин башқа кішілер аралашмайды. Алар бүтін сөз шылай. Һәм мен сізге еткенше, әгерде кіші ойына 100 мың, 200 мыңны жеңіл ішлейкен, мәктепте нешасын төлерге тиішер, ол өзінің уақытын балаларға әне шылай, ол тігі уақытын әрәмейтімді деп айтып болмай. Өзінің ұсталығын башқаларға беру үшін, ол мәктеп аңа нешасын ұзатпат төлерге тиішер. Демек, шуңа күрә ошондой мәктәпләр ачылмый безнең республикада, шулаймы? Ләкин ул милләт алдындагы бурычларны да бит инде исәптә тотарга кирәктер. Без бит инде менә бүгенге көн белән генә. Беләсезме, нәрсә әйтәсем килә? Әлхәмдулилла, минем официаль эш бар, бу бар, балалар бар, хатын бар, әнә шулардан калган вакытны мин бирергә риза. Ләкин иң мөһиме монда беләсезме? Аерырга кирәк. Кайда бизнесмен, кайда уста? Әгәр син бизнесмен икән, син уста түгел. Әгәр син уста икән, син бизнесмен түгел, бар икесе кайбер. Уста сата белми. Бизнесмен эшли белми. Шундай әйберләмә тигез барырга тиеш. Менә уста мәктәптә, иртән мәктәптә балаларга бирсә, һөнәрен, кул эшен. Аннан соң, как мы говорим, у него есть возможность Ләкин бит беләсезме, безнең яшьләр хәдәшә продать результаты уже своего творчества. Мне кажется, это две составляющие как раз. Ул кешедән тора. Кайбер чакны килә кеше, алар күзләре янып тора, күзләре бит эшләсе килә. Кемнең эшләсе килә, алар белән эшләп була, ләкин һәр күп кешенең эшләсе килми, акырабаша кирәк. Безнең бизнесны сата кырылы, менә сезгә әйтәм, күп кенә бизнесменнар безнең Китайдагылар да монда саталар. Алай булырга тиеш түгел бит. Алай булырга тиеш түгел, ләкин кеше аңларга тиеш. Бу тәрбия. Иң мөһиме семьяда аңлатырга тиеш. Эшләмичә акча алып булмый. Әгәр дә кеше эшләмикән, каян акча килә? Бөтен кешегә акча гына кирәк. Эшләсе килгән кеше бик аз. Минем андыйларны очраткан юк диде. Менә без балаларны эшләтергә өйрәтү башласак. Бала кичкенәдән кул эше белән шөгыльләнәсә, ул үскәч дәрәҗәсен, кул эшенең дәрәҗәсен белеп яшәр дип уйлыйм. Хәзер әйтәсем килә, милләтне үстерү турында. Әгәр дә гаиләдә аңларга тиешле нәрсә ул милләт. Ягъни тел һәм милләт. Альбина, сезгә күшик әлегә. Сорау булган иде базарның бүгенге көндә күләме турында һәм сезнең фаразларыгыз турында.
объем рынка и ваш прогноз, насколько он большой. Анализировали ли вы рынок? Был вопрос, рынок. да, Наиля? Да, вот. Рынок не анализировали, так как нету планов вообще как-то занимать какую-то нишу на рынке с татарскими интерьерами именно. Сейчас это в рамках работы студии одно из направлений. Это то, что интересно, это чистой воды творчество. Пока это не коммерческий проект, поэтому никакой оцифровки, аналитики нет. Енді Ринат, сіздің проект шушыңағына юнелген, һәм сіздің бәлки анализ бардыр. Да, бар. Мы анализировали рынок, то есть мы отдавали, получается, наш бизнес-план бизнес молодости. Вот. Основное направление, которое они нам порекомендовали, это в ткани, кстати, Нурия. Да, изготавливать ткани и продавать уже, получается, рулонами. То, что вот вы говорите, вы изготавливаете кружки, единичный товар, это денег не приносит. Это просто глобальные деньги, если вы будете в Китае заказывать ткань с твоими уникальными принтами и будешь продавать их по всей России. Те магазины, которые уже продают ткань, они же и будут покупать у тебя эту ткань. Но уже с теми принтами, у которых они никто не смогут купить. Если говорить о татарском дизайне с точки зрения популяризации таким образом, да, действительно можно популяризировать. О том, что это уникальный татарский орнамент. Это по всей России продаются эти ткани. Вы можете их... Объем рынка, ну, нам посчитали 15 миллионов смело можно делать в месяц при таком вот раскладе. В месяц, да. Ну, видите, как всегда, сталкиваемся с тем, что найти заинтересованных на данное направление, и потом те, кто работает с Китаем, вот, Данияр, ты же работаешь с Китаем? Если честно, я вообще не работаю, не стараюсь не работать с Китаем. Yok, Китай в нашей родине не için. Çünkü Китай мен асасында шамы Китай үсә, ул бик каты үсә. Һәм бу теге ул нормальный бер түгел. Ягъни сезнең сызгыра торган укларны укыганыз булса, ул Кытай гомумән ул далай яхшы бер түгел. Минем күбәйпеләр алар кайталар Европадан һәм Япониядән. Кытайдан бар, ләкин Кытайдан телефонга чихал һәм телефон пыяласына кайтайын Кытайдан ташый, хатмый Кытайдан алхамдулилlah. Та нәрсә әйтмәкчим, татар теле турында нәрсә әйтмәкчим. Türk dili turunda. Ben Türkçe'de çok iyi konuşurum ve ne istediğimi onlara anlatabilirim. То есть, mühim түгел. Нишенче класстан койда, ләкин моны һәрбер гаилә аңларга тиеш. Һәм ул бит милләтне үстерү. Монда акча мөһим түгел. Акча мөһим түгел. Нишен? Чөнки безгә ниндидер бер яңа бер дәрәҗәгә күтәрелергә кирәк. Һәм кемгәдер нәрсә беләндер фида итәргә, фида кыркылыр кирәк. Нәрсә беләндер. Вакытың белән, акча белән яки башкасы белән. Һәм аңларга кирәк. Вот минем фикер татарча интерьер һәм татарча никах күлмәкләр турында. Әлхәмдулилlah, ул бик матур һәм бик әйбәт. Ләкин мин бик шикләнәм, рус кешесе кайчандыр килеп татарча интерьерда татар никахы укытыр дип. Мин монда бик теге булай булмас. Кирәкми дә. Ләкин ул кирәкмәсә, безнең татарлар алар шикләнгән, ягъни татарлар бит алар миллиард түгел, алар әзрәк. Ләкин мөһим түгел. Әгәр дә әйбер үзгә матур икән, күзгә матур икән. Кешән алар. Татар булмаса да, хәт Кытай булса, хәт Япон булса, хәт әллә кем булса. Һәм иң мөһиме аннан уялмаска. Вот мин нәрсә бу нәрсә. Мен бит әйтмим, ул треугольник дип, бу ишбешмә. Ул бит һәрбер әйбернең аның үзенең татар исем булырга тиеш. Рәхмәт. Һәм инде тагын безнең бераз гына вакыт кала. Бер сорау, один вопрос можно от журналистов. Рәхим итегез. Исәнмесез, Татарстан журналы. Менә күзгә матур булу дигәннән татар бизәкләре менә Ринат искә алып китте. Татар Жакы жыл дигән группам инде оешма, аларның бөтенесе бер төрле, бөтен киемнәрдә бер төрле бизәкләр. Ул орнаментларны менә бүтән яңа орнаментлар, яңа бизәкләр турында сүз булырга мөмкинме? Или гел шундый менә бөтен җирдә тюльпан, шундый яфраклар, ниләр, яңа бизәкләр эшләү турында, эшләү өстендә эш барамы димәкче. Төрләндерү турында. Төрләндерү турында, ие.
однообразие болмасын үшін. Сұрау кімге? Кім жауап бере ала? Ренат, может? Ренат. Вообще любое направление татарча casual мне не очень нравится. То есть вот они используют мотивы. Те, кто знаком с татарским орнаментом, могут очень четко сказать о том, что есть мотив основы, есть композиция, есть букет, что из чего создается в конечном счете рисунок, изобразительный рисунок. Вот, они используют мотивы. То есть, понимаете, вот, как-то лекалы, да, красивые, а вот брать просто мотивы из книги Фуада Хасановича Валеева и делать вышивку из них, ребят, это не должно стоить, сколько у них там, 5 тысяч, 15 тысяч. И вот по этому направлению можно пройтись и по графическому дизайну. Наследие Татарстана, визит Татарстан. Ребят, можно было за эти деньги-то и постараться что-нибудь круто сделать. Где сейчас наследие Татарстана? А где визит Татарстан? Кто знает, как работает визит Татарстан? Я знаю, как работает визит Татарстан. Почему вот эти как-то, казалось бы, да, вот дизайнеры сидят, обратитесь к ним, взаимодействуйте с ними. Почему нет? У меня на сайте продается за 1000 рублей, пожалуйста, векторное изображение купите, распечатайте и делайте коммерцию на этих изображениях. Нет. Надо использовать искомые, старинные мотивы, будем штамповать и будем продвигать чисто мотивы. Это не развитие, это опять к искомому мы возвращаемся, мы вот на этом месте остановились. Примитивно. Примитивно, да, вот правильно я сказал. То есть я не хочу сказать, что у них примитивная одежда сейчас потом посыпется в мой адрес, то, что я их оскорбил. Можно скажу, но дело в том, что большинство людей просто, вот они, кроме тюльпана, они не знают. Поэтому, наверное, вот это какие-то примитивные вот эти приемы, они, наверное, воспринимаются и продвигаются поэтому. Потому что знаний не хватает. Рахмет. Как мы говорим, мне башына килеп тә чыктык, мин башлаган идем шул сүзне. Укытучы буларак әйткән идем бит. Без бик күп сөйләшү булып кына калмасын. Безгә төп традицияларны, как говорят, алга чыгарырга кирәк. Төп традициялар. И слово примитив должен граничить на уровне слова аутентичный. Основа. Мы не должны выражаться словами примитив. Мы должны говорить настоящее народное искусство, настоящее аутентичное искусство татар. Вот если мы так будем говорить и знать корни наших национальных традиций и не путать одно с другим, тогда, мне кажется, мы будем говорить о подлинном искусстве современного искусства в Татарстане. Рахмет. Рахмет Бекзур. Да, можно хотела коротко. бы отметить очень интересный проект Тюбетай. Это серия национального фастфуда. У них очень яркие интерьеры. И это то, где интересная современная интерпретация и того же орнамента, и графических решений, и стилистика города отражена. И гастрономически очень интересно. То есть кыстыбы – это блюдо, которое может быть с разными начинками. Это черный кыстыбы, как черный гамбургер. И это очень здорово. Это как раз то, о чем говорил Данияр, когда другие люди приходят и покупают это с удовольствием, не только татары. И это очень здорово. Рахмет, барыгызга да уңышлар телибез. Безнең матбугат конференциясын төгәлләргә вакыт. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Бу сөйләшүгә тагын әйләнеп кайтырга кирәк дигән фикергә килдем мин. Чөнки бу сөйләшү даими барырга тиеш. Без сезнең үсешне күзәтеп барырга тиеш. Сезнең күп булуыгызны күрергә тиеш, шулай бит. Шуңа күрә киләсе очрашуларга кадәр дип әйтәсе килә. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Рахмет.